Эфир продолжает тема. В студии Алексей Кулешов. Здравствуйте. Сегодня во Всемирный день улыбки в Казани на благотворительном концерте выступил композитор Григорий Гладков. Он автор музыки к мультфильмам, которые давно стали классикой. Начинайте! Нам помнится в вороне кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корове, му-му-му-му-му-му. Однажды повезло. Коробки с карандашами, горы и океаны, гномы и великаны и кот с большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. Я представляю наших гостей. Ну вот гость справа от меня. Тут все регалии перечислять не буду, много времени займет, поэтому скажу просто: композитор Григорий Васильевич Гладков. Добрый вечер. Добрый вечер. Я только добавлю, что наш гость — рекордсмен книги рекордов Гиннесса России по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей. Да, все верно. И сотрудник благотворительного фонда «Радость с детства» Владимир Янович Урецкий. Добрый вечер. Здравствуйте. 554-22-22 – это телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Григорий Васильевич, скажите, пожалуйста, вот насколько сложно или просто наоборот, я не знаю, работать было сегодня и выступать перед особенными детьми, да, как вы их называете? Ну, это дети очень талантливые, потому что они особенно ценят жизнь, потому что инвалиды настоящие — это так называемые здоровые дети, потому что они тусовщики, вот, и не ценят жизнь. А ребят, которых ударила судьба, которые были в зале, они по-особенному относятся к жизни, они любят жизнь, и этому у них учишься, общаясь с ними. То есть вы как раз тоже обмениваетесь опытом, получается? Конечно, да? я получаю такой заряд жизнелюбия, вот, и по-другому смотрю и на себя, и на жизнь, и на то, что я родился, и вот ценишь жизнь так же, как они, общаясь с ними. Причем у вас же получается не просто концерт. Вы на сцене, они в зале, вы поете, они слушают. Ну, это и своеобразная игра. Да, это концерт такой, импровизация, хэппининг. Я их вызываю на сцену, они вокруг меня. Они участники действия полноправные. Сценария нет, потому что он идет от тех ребят, которые на сцене. Вот, и я им пел «Пластильную ворону». Там. Кстати, сейчас появился текст Олега Митяева, потому что «Ворона» Успенского — это басня Крылова. Крылов сюжеты взял у Лафонтена, Лафонтену Изопа. Злые КВНщики написали: изгиб гитары желтой, тра-ля-ля-ля, а может и не желтой, тра-ля-ля-ля-ля, а может не гитары, а может не изгиб. Ты обнимаешь нежно, а может и не нежно, а может не обнимаешь, а может и не ты. Владимир, почему именно вот Григорий Васильевич решили пригласить на этот праздник все это? Дело в том, что наш фонд проводит уже такие концерты, как бы серия концертов, благотворительных средств, от которых идут на помощь больным детям. Ну, здесь была определенная адаптация. То есть дети разных слоев населения и были из детского дома, да, и больные были, да. То есть все как бы они объединились, плясали на сцене под эти песни, пели вместе благодаря Григорию Васильевичу, и произошло определенное какое-то такое слияние. То есть и они себя почувствовали тоже. Григорий Васильевич, вот врачи говорят о том, что вот хорошее настроение, которое дарит хорошая музыка, она помогает излечивать и телесные недуги. Вот вы согласны с этим? Да, конечно, такой, когда возникает такой заряд такого жизнелюбия, такого дураковаляния, что ли, в хорошем смысле, вот, радости такой жизни, концерт счастья, и они поднимаются, им хочется хлопать. Потом они видят, ребята, которые не очень могут ходить, видят, что на сцене пляшут, танцуют, и все идут уже, и маленькие тащат пап, мам за собой, все выходят, и они не чувствуют, что у них что-то тоже там как-то, они такие же, потому что есть такое слово идентификация. Когда видишь плохое, то
Вот, когда по телевизору показывают убийства в фильмах, и ребята, они же как пластилин. И они там могут кого-то убить, потому что стреляют безнаказанно. А если не видят счастья, видят здоровых, задорных, спортивных, очень важна пропаганда спорта в этом смысле. А они, им кажется, что они такие. Вы же, кстати, спортсмен, да, футболист, да, активно я тут этим в Казань занимаетесь? постоянно приезжаю со сборной команд артистов, актеров, Старко. Мы тут играем. Я тут казанские стадионы все изучил уже. Вот. Ну, я хочу сказать огромное спасибо фонду «Радость детства», что они действительно подарили радость детства не только детям, но родителям. Потому что родители, они столько настрадались с детьми, столько вот такое на них легло бремя, они тоже расслабились, некоторые на сцену вышли. И я сам получил огромную радость детства, уезжая за рядом, потому что я общался с талантливыми людьми. И по накалу вот это концерт ни с чем не сравнишь, ни с чем, ни с каким этим коммерческим туром или шоу-бизнесом. И, кстати, я ни в чем, ни в том, ни в другом не участвую. И когда меня пригласили написать песни и музыку к передаче «Док-шоу «Я и моя собака», Миша Ширвинтон, Скопчук, Гладкова, Григория, нас ведь несколько, Григория Гладкова, он говорит, что он не замешан в попсе. Я считаю, это комплимент. Но вы, кстати, хотя я люблю ВИА. Вот Володя делает программу «Звезды ВИА». А еще я хочу сказать, подружился, и сегодня встречался, снова в Беларуси мы подружились, с удивительной студией «Татар мультфильм». Это новая организация «Татар мультфильм». Вот прекрасно. Я уже начал сочинять музыку. Уже для татарских мультфильмов. Казань. Владимир, если говорить о фонде, о вашем, да, «Радость детства», вот этот проект и концерт с Григорием Гладковым – это не единственное, да, ваш проект, не единственное ваше мероприятие. Что еще? Чем занимаетесь? То есть вы имеете в виду не творческие, а просто сам чем занимается фонд? Нет. Ваш фонд, в принципе, с творчеством, по-моему, очень тесно нет, да. связан. В принципе, вот мы провели ряд концертов. Это был Юрий Лоза, «Синяя птица», «Песняры» последнюю неделю назад. Золотой фонд. Золотой фонд, да, как раз Кашипаров с Барткевичем. Вот 20 числа тоже концерт «Мы из СССР», о котором говорили легенды ВИА, все это и Ариэль, и участники, и веселых ребят. Вот. То есть вот таким вот способом, то есть как-то люди ходят на концерты. Ведь лечить можно не только лекарствами, но еще и душу лечить этими песнями, потому что это хороший материал, ни одно поколение выросло. Я тоже был создателем одного ансамбля, это кантри-группа «Кукуруза». Конечно. Первый хит у нас был «Пой, Вася». Кстати, я здесь был в Казани лет 5-7 назад. Был тур такой на корабле, мы, значит, плыли, и в Казани в драмтеатре. У нас был фестиваль творчества детей-инвалидов, творчество детей-инвалидов. Они гениальные стихи пишут, рисуют зубами иногда, если рук нет. Но и степень гениальности можно понять, потому что абсолютно слепые дети играют любую классику, любой сложности. И аппаратуру нам предоставил певец Салават. Молодец, я ему хочу передать привет. Мы с ним познакомились тогда. Замечательный парень, вот, он дал аппаратуру, и с нами был, вот там 2 дня у нас или 3 было, он был с нами каждый день. Григорий Васильевич, вы благотворительностью занимаетесь уже, скажем так, не первый день и не вдруг, а почему в принципе, да? Вы же еще и член жюри Международной премии для инвалидов, да, филантроп. Да, кстати, да. Но это естественно происходит. Не то, что я не могу сказать, что я вот занимаюсь прям целенаправленно, имею фонд какой-то. Просто это часть жизни. Если ты живешь в обществе, жить в обществе, быть свободным от общества нельзя, как говорили. Есть такое выражение, Илья Некрасов сказал, поэтому может и не быть, но гражданин быть обязан. Поэтому постоянно звонки. Вот неделю назад я был с фондом Оксаны Федоровой в Уфе. Вот. Я с ней дружу, потому что мы «Спокойной ночи, малыши» в одной редакции много лет работали. Она работает, я уже нет. Вот. Потом у нас программа «Под флагом добра». Это футболисты Старко и политики. Мы были в Казани, в том числе и по стране ездим. Это то, что навскидку. Но мне кажется, важнее еще даже не приглашать ребят на концерты, а ездить к ним в больницы. Потому что у нас все концертные залы сделаны так, что они для здоровых детей. Надо подъехать ребенку, по ступеням подняться. У некоторых ни денег нет. Общество постепенно меняется, города потихонечку, но все-таки даже в том смысле меняются. И была программа у нас в Москве «Добрый шаг». Мы ездили по больницам. Вот. Потому что там лежат обреченные дети. Вот, когда судьба ударила, ни за что их, эти глазки печальные,
конечно, артист, их 50 на 50, мне кажется, даже те, кто могут прийти на концерт, а те, кто вообще не может. Вот. И надо помнить о них, и артистам любого жанра, и взрослого. Я думаю, что Салават меня поддержит, конечно. А как вот реагируют, кстати, маленькие пациенты, да, когда вы приходите к ним с концертом? Счастливо, конечно. И надо, чтобы наши молодые семьи не боялись рожать. И вот слово «инвалид», оно не было таким приговором, что ли. Потому что по-разному бывает. Там, у нас в классе учился парень, у него глаза разные были. У меня, например, кривые ноги. Вот. Потому что предки татары были, видимо. Я как-то чуть-чуть комплексовал. Потом мне внушили, что гордиться надо. И у Бабеля написано, как там это Пелагея говорит, когда ты на своих кривых ногах идешь, галифе, я умираю от любви. Вот. У кого-то еще что-то. Ну и что? Ничего. Нормально. Кто-то высокий, кто-то низкий. Это не должно быть каким-то... Вообще режиссура, она делает так, что недостаток становится достоинством. Кривые, ну вот я почитал у Бабеля, у меня кривые уже не кривые ноги. У Битлз порвался воротник, Брайан Эпстейн всем битлам оторвал, весь мир стал как без воротника. Дырявые джинсы, тоже история. У одного артиста порвались джинсы, продюсер рвет дальше на одной и на втором колене. Артист выступает, весь мир ходит теперь с дырками под коленами. То есть, ну и что у тебя глаза разные? Это Божий знак нас. А некоторые переживают из-за веснушек. Вот. А вот так называемые дети с травмами, они усидчивые, они вообще спасение России, как я понял однажды и много раз в интервью сказал, потому что у нас не хватает усидчивых людей за компьютером. Все бегают, все тусуются. Я бы предложил бизнесменам больше брать на работу инвалидов, потому что пока вы на переговорах, а без этого нельзя делать бизнес, знайте, что у вас есть надежный человек, который за компьютерами 24 часа сидит, и вы при этом дали ему работу, вы дали ему путевку в жизнь, открыли мир. И более ответственного человека у вас не будет. Привлекайте больше их, давайте им задания самые серьезные, потому что любая фирма должна состоять из двух частей: ноги и офис. Григорий Васильевич, можно дома работать. Это наша гордость, эти дети. Григорий Васильевич, у нас буквально 30 секунд остается, к сожалению, зрители не простят, если я вас без песни отпущу. Я по свету немало, я однажды ветераном здесь спел в этом чудесном городе. Я по свету немало хаживал и везде, закрывая глаза, пел: дорогая моя столица, золотая моя Казань. Спасибо большое. Григорий Гладков, композитор, и Владимир Урецкий, сотрудник благотворительного фонда «Радость детства», были сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое еще раз. Я благодарю наших зрителей. До свидания. Увидимся завтра в это же время на телеканале «Эфир».